Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей и завершилась победой советских войск. Она являлась одним из важных этапов на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. В ней участвовали тысячи ингушей, в их числе и Магомед Хасанович Албогачиев. Ясмина Албогачиева, правнучка защитника Сталинграда, о военном пути прадеда знает немного. В семье на эту тему говорят нечасто, но известно, в далеком 41-м прадедушка был один из первых, кто отправился на фронт. Мой прадед, младший лейтенант, родился 23 апреля 1912 году. Был призван на войну в 1941 году. Воевал в составе 155-го полка 10-й отдельной Кавказской казачьей дивизии 56-й армии. Был командиром эскадрона 155-го полка. В 1942 году был ранен в боях за Ростов. После лечился в госпиталях. После лечения вернулся на фронт. Был назначен командиром эскадрона. Магомед Албогачиев был награжден медалью за оборону Сталинграда. После войны долгое время жил в Казахстане в Талды-Кургане. Раны войны долго не заживали, ветерана не стало в 1970 году. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Его имя вместе со многими другими увековечено на мемориальной плите в Волгограде на территории историко-мемориального музея-заповедника. Прошел 51 год после смерти героя войны. Ясмина уже по традиции подала заявку на участие в шествии Бессмертного полка. Однако в этом году, 9 мая, мероприятие пройдет только в онлайн-формате из-за пандемии. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Принять участие в акции можно через сайт 2021.polkrf.ru. Необходимо всего лишь в личный кабинет добавить фамилию, имя, отчество, годы жизни и портрет героя. Ингушетия активно включилась в эту акцию, и наши юноармейцы начали делать регистрацию, подавать заявки, загружать портреты своих родственников. И я думаю, что это очень важно и похвально. А с этой фотографии смотрит Галмат Эгиев. Об участнике войны известно очень мало, даже в архивах числится только его имя. И ни слова о военном пути. Галмат Эгиев ушел на фронт вместе с родным братом Олехом. О своих героических родственников Рабия Эгиева узнала от отца и бабушки. Эгиев Галмат Никольскович родился 1881 года и умер 2 мая 1984 года. На фронт он ушел вместе с младшим братом Эгиевым Олегом Никольсковичем. К сожалению, Олег пропал без вести, и о нем нет никакой информации. И даже фотографий не осталось, поэтому я отправила только данные о нем. А Амина – правнучка легендарного разведчика, человека без страха Абдуллы Цароева. Она активный участник Бессмертного полка. Еще в неполные 4 года девочка впервые несла портрет своего героического прадеда. В этом году, несмотря на ограничения, Амина вновь участвует в акции. В 1919 году Абдулла был очень мужественный, искренний и порядочным человеком. Особенно его составляла любовь к своей родине и преданность своему многострадальному народу. Я благодарна и горжусь славным сыном ингушского народа, поэтому я хотела принять участие в шествии «Бессмертный полк» и представить своего героя. Акция «Бессмертный полк» – это дань уважения и памяти тем, кто отдал свои жизни за мир и равенство. Заполнить анкету и рассказать о своих героических родственниках можно на сайте мойполк.рф. Мероприятие пройдет на многих интернет-площадках. Идрис Эжиев, Магомед Даскиев, Новости 24.